Дорогие братья и сестры, альхамдулилля, что Аллах дал нам веру, дал нам покорность, отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ниспослал нам Коран, дал нам здоровье, благополучие, жизненных сил, чтобы мы собрались в доме Аллаха. Надеемся, что эти наши старания будут приняты Всевышним. Надеемся, что наши грехи будут прощены Всевышним, и мы заслужим Его рай. Рай как в этом мире, так и в будущем мире. В суре Ар-Рахман Всевышний говорит: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, валиман хафа макама раббихи джаннатан». Кто боится стоять перед Аллахом, кто чувствует трепетный страх почтения к Всевышнему, джаннатан, получит 2 рая. И некоторые толкователи говорят, что здесь имеется в виду рай в этой жизни, в дунья, и рай в будущей жизни, в ахирате. Поверьте мне, кто искренне чувствует трепетный страх, почтение к Всевышнему, старается соблюдать Его законы, не переходить Его границы, его жизнь здесь уже будет раем. Он избежит многих проблем. Во всех событиях, которые происходят, будет видеть знамение Всевышнего, ощущать Его милость, присутствие ангелов и поддержку Всевышнего. Ну и, конечно же, мы верим, что аль-джаннату хак, ван-нару хак, что рай – это истина, и ад – это истина. И Аллах нас побуждает, зовет к раю. И когда вы заходите в эту мечеть с восточных ворот, на этих воротах написано: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, валлаху яд'у иля дарис салам, ва яхди ман яшау иля сиратин мустаким». Аллах призывает вас к обители мира и ведет, кого пожелает, прямой дорогой. Одно из названий рая – это Дарус-Салям, обитель мира. Когда мы здесь, в этом мире, ближайшем, нижайшем мире, создаем атмосферу спокойствия, безопасности, дружелюбия, это делает довольным Аллаха, субханаху ва тааля. И, иншаллах, мы войдем в рай. Если же наблюдается обратная ситуация, люди друг друга терроризируют, пугают, устрашают, угрожают, создают атмосферу страха, то, скорее всего, таких людей это приведет в гиену. Наузу биллях, пусть Аллах нас сохранит всех от плохого конца. И также хочу напомнить себе и вам аят из суры Аль-Имран, 133 аят, где Аллах нас призывает спешить, торопиться в рай. И говорит: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين». Садакаллахуль азим. Истину сказал великий Аллах.
Вабаллаган Расулухуль Карим, донес эту истину до нас его благородный посланник Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Мы это услышали. И в судный день обязательно Аллах нас призовет в качестве свидетелей. Дошло ли до вас мое послание? Итак, в этом аяте Аллах говорит: «Сари'у», спешите, соревнуйтесь друг с другом. В чем? Иля махфира, в том, чтобы заслужить прощение. От кого? Мираббикум, от вашего хозяина, Господа миров, Аллаху Та'аля. Ваджанна, и спешите заслужить рай, ардуха ас-самават валь-ард, ширина которого сравнима с шириною небес и земли. Тот космос, та вселенная, то пространство, которое мы себе представляем, оно сравнимо с шириной рая, но с его высотой ничто не сравнимо. Нет у нас таких понятий, нет таких категорий, с которыми мы могли бы представить себе его высоту. Для кого же этот рай приготовлен? Уиддат лиль муттакин, он приготовлен для тех, которые главным критерием в жизни ставят таква. Таква – это особое состояние души и сердца человека, когда он очень сильно любит Аллаха, Господа Бога, настолько сильно любит, что осторожничает, внимательно относится к тому, чтобы не нарушать его законы. В чем же это проявляется? Это преданность Всевышнему. Алладина юнфикуна фиссаррай ваддарра. Они, набожные люди, люди, имеющие таква, любовь и страх перед Всевышним, они расходуют и в радости, и в горе. Расходуют материальный свой достаток, расходуют время, расходуют знания, расходуют молодость, все, чем владеют. Аль-маль, куллю ма ямликухуль инсан, имущество – это все, чем человек временно владеет, расходуют, как в радости, так и в горе. И иногда бывают особые периоды, когда нужно более усердно расходовать. Возможно, что данный период, в котором мы сейчас живем, один из таких. Вот вы, например, наблюдаете, наверное, соцсети, где сообщается, что хотят закрыть МРО, религиозную организацию «Истина», и поставили условие, что вот это помещение, которое вы берете в аренду, либо надо выкупить, либо до свидания. Вот. И сейчас большой призыв идет на то, чтобы собрать 60 миллионов рублей для выкупа его. Уже 40 миллионов собрали, остается совсем небольшая сумма. И, наверное, сейчас самый такой момент, когда нужно проявить себя. Мы жалуемся, что в Москве мало мечетей, но вот есть возможность оказать помощь для того, чтобы сохранили один из центров мусульманских, чтобы наши дети учились, чтобы наши жены встречались, чтобы наши аксакалы, старики находили там умиротворение, успокоение, и чтобы молодежь не уходила в какие-то секты, подпольные организации, телеграм-каналы, а вот у всех на виду занимались богоугодными делами. Поэтому, конечно же, призываю себя и вас проявить в этом активность, поинтересоваться,
ибо не является истинным мусульманином тот, кто не интересуется положением других мусульман. И наш враг, общий враг всего человечества, шайтан, только и старается, чтобы разделить нас на секты, на группы, на какие-то партии, чтобы каждый жил сам по себе, и потом каждого по одному он хватает. Как сказал об этом Расулуллах, алейхиссалям, «Алейкум биль джамаа, фа инна дзи'ба я'кулу миналь ганамил касия». Держитесь коллектива, помогайте друг другу, поддерживайте друг друга в благом, ибо волк кушает отделившуюся овцу. В чем же еще проявляется набожность, привязанность к Богу? Аллах в продолжении этого аята говорит: «Валь-казимина аль-гайза валь-афина анин-нас, валлаху юхиббуль мухсинин». Те, которые стремятся в рай с верой и надеждой на Аллаха, они проглатывают гнев, прощают людей, и Аллах любит творящих добро. Проглатывают гнев, прощают людей, и Аллах любит творящих добро. Все мы люди. У нас нету крыльев, и у нас нету однополой жизни, в отличие от ангелов. «Куллю бани Адам аль-хатто» – всем людям свойственно ошибаться. Пожалуй, за исключением пророков, которых Аллах защищает от ошибок, и если они ошибались, Аллах им тут же не спосылал откровения и исправлял их. У нас такого нету. Мы можем сказать что-то неправильно, подействовать неправильно, или в наш адрес могут что-то сказать, или подействовать. И, конечно, это вызывает эмоции. Хочется рвать и метать, хочется отомстить, хочется дать сдачу. Да, это допускает Аллах Та'аля. И в суре Шура говорит: «Валладина иза зулиму хум янтасирун». Когда их обижают, они защищаются. «Ва антафу акрабу ли таква». Но если вы простите, это ближе к набожности. В суре Шура. А в суре Аль-Имран, о которой мы сейчас говорим, что если вас обидели, эту обиду не надо проявлять. Надо проглотить этот гнев, как горькую какую-то пилюлю, как горькая еда, но не оставлять ее в своем сердце. Когда мы что-то проглотили, наш организм это обрабатывает и ненужное выбрасывает, нужное оставляет. Так и эмоции, если мы проглотили, не нужно их таскать в своем сердце. Их нужно, самый лучший вариант, это растворить, простить. Ибо Аллах сам прощающий и любит прощение. Аллах любит нас прощать и любит, когда мы друг друга прощаем. Простите же, и Аллах вас простит. Но и прощения недостаточно, чтобы наладить отношения. Ибо в продолжении аята Аллах сказал: «Валлаху юхиббуль мухсинин». Аллах любит творящих добро. Вслед за прощением, вместо того, чтобы упрекать этого человека, сделай ему добро. Ярким примером этого является один из халифов
если я не ошибаюсь, по-моему, это был Али, радхаллаху анху, он приказал своей служанке принести воду для омовения. Раньше не было кранов, которыми мы сейчас пользуемся. Воду готовили, грели на каком-то костре, потом приносили в кумане. И она, видимо, торопилась или что, принесла ему кипяток. И когда он брал омовение, весь ошпарился. В ярости что-то хотел сказать, но она была умной женщиной, читающей Коран, и прочитала ему этот аят. Говорит: «Валь-казимин аль-гайз». Те, кто спешат в рай, они проглатывают гнев. И он ответил ей: «Кадамту гайзи». Я проглотил его. «Валь-афина анин-нас». И прощающие людей. Он ответил: и я тебя простил. «Валлаху юхиббуль мухсинин». Аллах любит творящих добро. И он сказал: ты свободна. Вот таким образом халифы, праведные последователи Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям являются для нас примером. Не какие-то артисты или, не будем называть по именам, спортивные лидеры, которые бьют друг друга по морде кулаками. Для нас пример – это Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Это его братья, пророки, это их последователи, сподвижники, праведники. Поэтому возьмите на вооружение этот аят, стремитесь в рай не только добрыми словами и дуа, обращенными к Аллаху, а конкретными действиями, которые указаны в этом аяте. Расходуйте из своего имущества и в радости, и в горе, проглатывайте гнев, прощайте людей и творите добро.